Здравствуйте, это «Вечерняя смена», в студии Ирина Газаева. Мы работаем в прямом эфире. В Северостинском театре кадровые изменения. Главным режиссером назначен Тамерлан Сабанов. Напомню, открытие нового сезона в театре в этом году состоялось в начале сентября спектаклем «Ричард III» в постановке Ги Вивальева. Как будет меняться репертуар театра и на что свое внимание обратит новый главный режиссер, поговорим сегодня в нашей студии. Добрый вечер, спасибо, что пришли к нам в студию. Конечно, о премьере тоже поговорим. Но в первую очередь, Тамерлан, я поздравляю вас с этой должностью. Вообще, как театр пережил самоизоляцию? Тяжело пережил, как все организации, учреждения культуры. Мы соскучились по сцене, мы соскучились по друг другу. И нашим большим счастьем было вернуться опять в работу и выйти сразу с двумя премьерами. Так, вот как была рассадка зрителей в шахматном порядке? И в шахматном порядке, в масках. Или сегодня сложно зрителя заставить надеть маску? При входе все одевают маски у нас, обрабатывают руки через кресло, санитарное расстояние соблюдается, все. В одном из московских театров, я вот читала, решили проблему так: посадили в пустые кресла игрушечных мишек. Ну, таким образом тоже как-то выдержали этот момент. Какие задачи ставите перед собой? Что сегодня, на ваш взгляд, на взгляд главного режиссера уже, чего не хватает Осетинскому театру? Что с драматургией? Вы знаете, вот я бы пока воздержался, потому что я на эту тему говорить, потому что я 2 дня только нахожусь в этой должности. Тем не менее, вы же уже какие-то планы строите? Планы, они обозначены художественным руководителем, который сейчас находится в отпуске. Как только он вернется, мы сядем и вместе все обсудим. Я буду в курсе всех событий и всех. Ну, так я могу сказать, что я сам приступил к постановке пьесы Хугаева «Моя теща». Эта пьеса, она в советские времена обошла все театры Советского Союза, потому что была комедия востребованная. И у нас она хорошо шла на нашей сцене. Есть такая, значит, коммерческий проект, так называемый коммерческий проект. Он должен быть в театре, спектакли, которые работают на кассу. Но я не думаю, что это будет совершенно коммерческий проект, потому что есть очень хороший поворот в драматургии, который в первой постановке не учли, и мы к этому вернемся. Можете рассказать об этом? Нет, нет, это не секрет могу. Пока. То есть он будет, все-таки спектакль будет немножечко другого. Развлекая, увлекая. Увлекая, да. Там сказка ложь, да в ней намек. Вот этот намек у нас намечается в спектакле. Спасибо. Давайте тогда поговорим о спектакле, который поставил режиссер из Кабардино-Балкарии Роман Добагов. Это приглашенный режиссер. Он, кстати, впервые приглашенный или он уже что-то ставил на сцене? Нет, он был приглашен впервые в рамках культурного, значит, сотрудничества Республики Кабардино-Балкария и Северной Осетии. Это правительственная программа была, и он был приглашен. И счастливое стечение обстоятельств, что он щукинец, что, значит, я был прикреплен к этому нашему режиссеру как ассистент режиссера, который понимает язык, который помогал ему, переводил. И не только переводил, я как ассистент режиссера был впервые. Значит, это была интересная ситуация, когда ты и не режиссер, и не актер. Но в последний момент, когда я понял, что все-таки вы же играете там роль тоже. все-таки надо как-то заявить о себе, я решил, что мне надо сыграть роль. И подал заявку, и меня утвердили на роль Федора Ивановича Бороздина. Это один из главных персонажей. И я получил огромное удовольствие с тем, что я вернулся на сцену, потому что я долгое время не был на сцене. Режиссура меня увлекла, а играющим тренером очень трудно быть, поэтому вот эта встреча, новая встреча со сценой меня очень обрадовала, и я получил огромное удовольствие. Да, в новой должности, наверное, тоже будет сложно возвращаться на сцену.
Представьте сегодня наших гостей, тоже все участники спектакля, да, актеры, кто играл какую роль. Вот рядом сидит моя мама, моложавая мама, Роза Цирихова, заслуженная артистка России. Рядом с ним сидит Сослан Тедеев, наш молодой актер. И рядом актриса Таутиева Диана. У нас очень счастливый театр. В хорошем доме все три поколения бывают представлены. У нас и старшее поколение, и среднее поколение, и младшее. И когда вот есть Роли для взаимовлияние старших на младших, как, значит, обычаи, традиции, какой-то этикет, какие-то традиции театральные. Когда среднее поколение, значит, работоспособное поколение, которое в основном занято в репертуаре, и младшие, которые подтягиваются, очень хороший Главное у нас... было, чтобы пьеса и спектакль, где могут принимать участие И в те, этом и другие. спектакле как раз все представлены все три поколения. Старшие, средние и младшие. Спасибо, Роза. Как работалось вам с другим режиссером? Я могу начать. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Спасибо. Благодарю. В пьесе вот «Живые и мертвые» мне работалось очень хорошо, светло. И такое ощущение. Вот я из старшего поколения одна была там. И настолько... Я себя тоже считаю, что... И настолько светло, и светлое такое отношение, теплое к себе я почувствовала. Может, под занавес, не знаю, может быть. Это и так такое приятное. Работать с режиссером, потому что вы его не знаете, он не знает вас. Очень интересно с этим человеком было работать. Очень интересно, потому что «Живые и мертвые» вот в постановке Романа Добагова, очень талантливого режиссера, грамотного, тонкого, интеллигентного, притом настолько понимающего актеров. Он нас так понимал, мы с полуслова все понимали. Тем более в тандеме с Сабановым, с Тамерланом. Не потому, что рядом сидишь, и я поэтому говорю. Нет, они настолько понимали. Раскрою вам секрет, мы однокурсники. Ага. Ну вот, я ж не знала этого. Да. Тем более. Настолько такой хороший тандем был, настолько вот приятно было работать там. И не только мне, как из старшего поколения, но и младше. Но всем, по-моему, всему постановочному коллективу, всему постановочному составу. Настолько внесли они свое умение, тепло души, тоже постановочный коллектив, отвечая роману, вот, взаимное, чтобы был такой ответ какой-то. Настолько тепло они, как мы внесли свою частицу души, что, не знаю, наверное, получится какой-то теплый, хороший спектакль. Я Все думаю. дело в том, что, значит, Влад Колев это придумал. Да. Мы начали работу нашу постановочную с того, что поехали на Барбашово поле и окунулись в эту атмосферу военную. Было задание дано посмотреть и военную тематику, документальные фильмы. Иди и смотри фильм, очень хороший фильм военный, чтобы окунуться в атмосферу. И мы еще работа начиналась с таких слов. Эта тема святая для нас. Эта тема святая для нас, потому что мы все время говорим, что осетин больше всего героев, но мы иногда забываем, что больше всего и погибло осетин. С каждого дома по 2, по 3, по 4, по 7. По 7. Это большая потеря. Это очень много крови и очень много горя. И это святая для нас тема. И мы не могли спустя рукава подходить к этой теме. И вот эту ответственность, меру ответственности, по-моему, каждый почувствовал. И мы, честно говоря, вся постановочная группа, включая и тех, кто за кулисами, и художник по свету, и музыкальное оформление, и реквизит, все цеха, все поработали от души.
Mana ir un žilkudvai, авто жардягой бакштой, ама за науд бавард там. И я думаю, что зрители, которые будут приходить к нам на спектакль, они останутся довольны. Спасибо. Потому что это достойная работа этой темы, юбилейный год, 75 лет со Дня Победы. И мы достойно, Вложили свой труд. Нам есть что сказать нашему зрителю со сцены по этой тематике. Давайте тогда к молодым переключусь. Вот Роза сказала, что все были довольны, всем было приятно работать. Как вам с режиссером и что это дает, когда приглашенный режиссер, новый режиссер работает с актерами? Вот для вас что это? Что для актера это дает? Ну, для меня, как для актера, это вторая Еще роль, один. вторая Ага. такая роль в театре там большая. Первая роль была тоже у Тамерлана Малевича. В «Осетинах» я играл. И я еще не так долго работаю Да, в этом поняла. театре. Предыдущий спектакль был там с молодежью, вся молодежь была. А этот я работал, как вы уже сказали, с молодыми, со старшими, со средним поколением. И это был опыт. Роль отрицательная. Нет. Все-таки отрицательная или не отрицательная? Ну, наверное, если со стороны смотреть, да, отрицательное. Но как мне кажется, актер должен полюбить своего персонажа. Если не полюбишь сам, не оправдаешь его, почему он так Но вы должны поступил. объяснить его, да. Да. Даже это отрицание, Если сам не отрицательный любишь, то характер. и Как вы себе объясняли вашего героя? он, человек искусства. Ага. Ну, это первое. Тонкий и ранимый. Да, он Да. хочет сохранить себя для Искусства. Для искусства. Вот у меня всегда вопрос был, когда для себя, каким бы был я, если бы такая Так. ситуация со мной случилась. И я не пришел, я не знаю, кем я был, Марком, либо Борисом, наоборот, его брат, который пошел. Я не решил сам для себя, кем я был бы. Вот так же... А это не помешало вам в работе? Нет. Нет? Очень убедительная роль. Ну, когда хвалят, тоже плохо. Зазудиться может. Но вот просто для меня эта работа, мне и режиссер говорил, я сам это понимал, что это подарок для меня. В каком смысле? Почему? Роль запоминающаяся, одна из Многогранная. главных, яркая роль. А мне вообще кажется. вот актеру приятнее играть такого добродушного, доброжелательного или вот с характером злого? Ну, насколько я поняла, что там... Актер должен все уметь вообще. Но была всегда моя мечта сыграть такого отрицательного Отрицательного? персонажа. Ну, я всегда играл там, добрых, там, дедушек всегда играл. И это для меня тоже роль, наверное, маленькой мечты. Я хочу сказать хорошие слова о Сослане Тедееве, потому что у него была проблема еще такая. Утром он должен был говорить на иронском диалекте, вечером в спектакле «Осетины» он должен был говорить на кударском наречии и диалекте. И у него была сложная проблема, как переключаться языково, но он справился достойно. Диана, какая у вас роль? Я играла Веронику. Это главная роль в спектакле. Мне тоже режиссер сказал, что это тебе такой подарок судьбы. И на самом деле это огромный, это колоссальный опыт работать с разными режиссерами. Ну, я не со многими работала, вот с Тамерланом Мальчем работала, и теперь с ним работаю. Роль мне далась это нелегко, конечно. Вот я как раз хотела спросить, вы согласны со своей героиней? Ну, согласна, конечно, да. Есть что-то схожесть какая-то вот с вами, с характером? На самом Или деле, вот- да, по характеру мы Наверняка вы как-то искали. похожи. Да, я в жизни тоже такая вот, как Неоднозначно. говорил нам режиссер, вот у нее кардиограмма, у нее настроение вечно меняется, ей то холодно, то жарко, то весело, то грустно. Вот в жизни я тоже могу быть такой, но на сцене это делать почему-то сложно. Я не знаю, саму себя на сцене очень сложно играть. Да. Но мы справились, А сделали должен это. актер играть саму себя?
Бывает так, что очень, если характер близок к твоему характеру, то Если- ты должен, все равно ты не можешь быть самим собой, потому что предлагаемые обстоятельства совершенно Другие совершенно. выдуманные, в которых ты не мог бы быть. Поэтому все очень главное прожить. Вот жизнь человеческого духа. Чем интересна была работа эта? Тем, что у каждая роль была прописана от начала до конца линия жизни. Вот то, что мы называем линия жизни актера. Жизнь человеческого духа. То, о чем говорил Станиславский. Не закрываться за какими-то красивыми мизансценами, не закрываться за музыкой, не закрываться за какими-то находками режиссерскими, а просто прожить свою жизнь на сцене от начала и до конца. Это намного сложнее, поверьте. Пьеса фактически о войне, но там военных действий фактически нету. Нету, потому что есть атмосфера, создаем мы только. Там о любви, там о людях, которые отдали свою жизнь за эту победу. Вот разговор идет, все идет вокруг этого. Но таких и о взаимоотношениях людей, в каких рамках ставит война людей, что с ними происходит, внутренний мир как меняется у всех. Вот обо всем об этом Обо пьеса. всем об этом, О нас просто пьеса. Вот о Как нас, человек о проявляется людях. в экстремальных ситуациях. Да, в тех А ситуациях. что этой пьесой каждый из вас хотел сказать народу сегодня? Я хотел сказать, что есть люди, которые понимают благополучие только, чтобы было мне хорошо. Есть люди, которые понимают свое благополучие моей семье, чтобы было хорошо. Да. Есть люди, которые понимают благополучие моей фамилии должно быть хорошо. А есть люди, которые поднимаются над всем и говорят, я хочу, чтобы было родине хорошо. Моей родине было хорошо. Это на сегодняшний день патриотизма все меньше и меньше. А вот патриотизм – это вот высший уровень осознания себя в пространстве, которое мы называем жизнь и проживание своей жизни. Как подняться до такого уровня, чтобы стараться сделать что-то хорошее для Родины? Накануне, значит, юбилея завтрашнего уместные слова Коста, который поднялся до этого уровня, который вообще своей жизнью доказал, что он человек планеты, планетарного самосознания и мировоззрения. И здесь уместны вот эти слова. «Прости, если отзвук рыдания услышит ты в песне моей, чье сердце не знает страданий, тот пусть и поет веселей. Но если б народу родному мне долг отплатить удалось, тогда бы я запел по-другому, запел бы без боли, без слез». Надо спрашивать не то, что мне моя Родина дала, а надо говорить, что я, как человек, сделал для своей Родины и что я оставлю после себя. Вот этот уровень, он очень труден. И, наверное, ради этого и стоит жить, чтобы оставить что-то для Родины. Спасибо. Роза, вы через свою роль что хотели сказать? А я полностью, целиком и полностью присоединяюсь к Тамерлану, согласна 100%. Но помимо этого, еще я как женщина, как мать, чтобы мир был на земле, чтобы все было спокойно, чтобы у нас было голубое небо. Вот я хотела вот только вот это тоже внести в эту работу. Помимо того, все, что вот преданность Родине, то, что Тамерлан говорит. Но вот как мать, чтобы все-таки дети наши живы, оставались живыми, чтобы они были живы, и чтобы мы радовались их радостям. Вот все, что я... Я еще хочу добавить, вот в «Вишневом саде» Фирса забыли. Все уехали, его заколотили в доме, он остался в доме, и очень трагично все заканчивается. А она тоже Фирс. Да. Все уехали с Москвы, а она сказала сама, я никуда не поеду, я останусь охранять очаг.
Вот, И вот она тоже охраняла очаг. уровень Патриотизма высокий тоже, уровень да. нравственности. Охранять очаг. Я, говорит, никуда не поеду, я буду Спасибо. здесь. Я думаю, сейчас наш зритель очень заинтересовался. Те, которые не были на премьере, когда следующий показ? 23 октября. В день рождения Щукинского училища. Мне в этом году у нас юбилей. 40 лет тому назад я закончил Щукинское училище. Поздравляю я вас с этим И тоже. мне диплом вручал Евгений Смоктуновский. Ох, поздравляю. Сегодня есть цензура в театрах? В целом, если брать. И в Осетинском театре, в частности. Нет, цензуры нет. Но вот то, что нет цензуры, то, что нет настоящей профессиональной театральной критики, это наоборот накладывает на театр большую ответственность. Большую ответственность, потому что Национальный театр Остинский, он не имеет права на некачественный продукт. Мы не имеем права, потому что мы на юге и на севере, мы единственные национальные остинские театры. И мы должны как можно больше вовлекать зрителя, как можно больше, потому что идет глобализация, мы теряем язык, мы теряем традиции, обычаи. И на этом переднем фронте борьбы за свою идентичность мы не имеем права на плохие спектакли. Поэтому вот эта ответственность еще большая, когда нет критики, настоящей профессиональной театральной критики. Это, да, свобода, но свобода, которая должна быть очень ответственной. Да, но она есть, да? Это свобода. Свобода есть. А вот есть ли в театре место политики? Или все-таки искусство должно быть как бы оторвано от нее? Ну, это то же самое. Свобода заканчивается тогда, когда начинается... Тему да. несправедливости театр поднимает. Вот в Остинском театре сегодня есть такие спектакли? Социальное звучание, совершенно современное социальное звучание имеет спектакль «Чермен». Не потому, что я его поставил, но это потому, что драматург Гриш Плиев написал эту пьесу, и она сегодня совершенно современна. И герой Чермен сегодня это настоящий современный социальный герой. Да. Спасибо большое. Спасибо, что пришли к нам в студию. Ждем новые премьеры. Спасибо за этот спектакль. Обязательно, к сожалению, не смогла, но приду 23-го, в день рождения Щукинского училища. Спасибо вам, что сегодня вместе с нами были. Еще раз Спасибо. поздравляю с новой должностью. Спасибо. Удачи. У нас реклама. Далее продолжим через несколько минут. Продолжаем говорить о театре, о культуре. Интерес у зрителей русского театра вызвала премьера моноспектакля «Иногда нам снятся старые собаки». Главную роль в нем сыграл актер, многим знакомый по российскому комедийному телесериалу «Кухня» Эльберт Агаев. Режиссером выступил Андрей Кукоев. О снах и фантазиях, о задачах и смыслах мы поговорим с создателями этого спектакля. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Ну, давайте и об авторе пьесы скажем. Естественно, это в первую очередь. Это Суслан Плиев. Почему решили взять это произведение, Андрей? Наверное, да? Ну, на самом деле, я думаю, это очевидно. Дело в том, что когда есть актер, есть человек, который занимается режиссурой, и есть кто-то, кто пишет, ну, было бы странно, если бы этот творческий союз не создался. Но я думаю, нашим друзьям это хорошо известно. Если вдруг кто-то не знает, нас связывает КВНовская юность. Естественно, у нас очень много общего, и сейчас в жизни тоже, и я думаю, многие наши коллеги и друзья, они опять-таки в курсе, что это не первый наш творческий проект на самом деле. И как-то, честно признаться, всегда хотелось чего-то, ну, мне во всяком случае, я уверен, ребятам тоже, чего-то претенциозного, в хорошем смысле этого слова. И у Суслана накопилось большое количество материала. Они с Эльбертом очень часто практикуют так называемые внезапные чтения, которые... оттуда это все пошло, да? Ну, в некоторой степени, да. Скажем, там ребята попробовали свои силы, то есть, ну, по материалу именно. И, честно говоря, разговор о моноспектакле шел уже давно. И, в общем, все срослось. Все срослось. То есть, ну, действительно, если так
конкретно сказать, ну, действительно, есть автор, есть человек, который претендует на то, что я смогу это поставить, и есть актер. Ну, в принципе, Претендует на то, что сможет сыграть. ну, Ага, пускай а так. вот режиссер в каких случаях выбирает именно моноспектакль? Это зависит от сценария или от желания попробовать новую себя А в вот новом это очень жанре? хороший вопрос, не знаю, честное слово. Это, ведь каждый спектакль, я позволю себе такое мнение, это, наверное, вот как влюбленность. И поскольку все люди индивидуальны, и к спектаклю ты тоже относишься индивидуально, наверняка, может быть, кто-то из моих коллег ни в коем случае бы не увидел это как моноспектакль. Может быть. Не знаю, вот так случилось. Эльберт, Так произошло. я смотрела моноспектакль с Константином Райкиным. По-моему, «Контрабас» был. Сейчас давно это было, я точно не помню. И вот я не понимала, как можно там около 2 часов стоять на сцене и держать зал. Сложно. Очень сложно. На самом деле моноспектакль для меня оказался очень сложным. Ну, в том плане, что я уже как-то говорил в одном интервью, что я все-таки актер КВН и КВНщик, и КВН командная игра, и там приходится постоянно быть с кем-то на сцене, и это уже о чем-то говорит, что ты можешь присутствовать. Поддержка какая-то присутствует, даже просто если человек стоит, молчит, то какая-то поддержка присутствует. А тут ты на сцене, честно говоря, ты один, и надо делать все самому, одному. Ну, я думаю, что я постарался А справиться. вот помимо этого, да, вот в чем еще сложность? Ну, наверное, и физически как-то это сложно, и морально, Ну, морально естественно, понятно. да. И еще раз скажу, возвращаясь к КВНовской теме, да, я просто говорю, вот, КВНщика хватает на приветствие 6-минутное, 5-минутное, 10-минутное максимум, там, домашнее задание или стем, вот что-то, ну, и тут он там говорит с кем-то в паре, опять же. А когда ты один, и тебе надо говорить, час 40 же слово, да. Час 40 тебе надо, приходится говорить одному, это, ну, На репетициях сразу это получилось? Ну нет, конечно. Нет, конечно. Это на самом деле тоже ну, действительно сложный вопрос. Эльберт немного скромничает, ну правильно делает. Он актер КВН, да, то есть он состоялся как КВНщик. Тут, понимаете, в чем все дело? Я бы вот, наверное, к молодым коллегам, скорее всего, апеллировал. Ему было очень сложно, потому что это же наработки, и это наработки успешные, они у него уже есть. В театр это другая эстетика. К чести моего друга, он вот ломал, преодолевал. То есть все сложности, которые были, он ни о чем не сказал. Ведь, в принципе, ну, легко общаться с режиссером, когда мы столько лет дружим. Ну, да. Ну, мне это неудобно, поменяй что-нибудь, да, сделай так, чтобы мне было удобно. Ни о чем он не сказал, нет, вот давай вот, чтобы так, как нужно, так, как нужно. Но тут еще какая ситуация, ведь все-таки действительно вот КВН это совершенно другая эстетика, другая подача, и мы с ребятами решили, что в принципе мы не ставим комедию. Мы определили наш спектакль как трагикомический, и мне кажется, он немножечко именно можно о таким и содержании? состоялся. Дело вот в чем. Содержание, вот это, наверное, одно из главных посланий, которые мы с друзьями хотели до всех до нас донести. Это описание юности, детства, жизни и окружающего мира обычного парня из Владикавказа. да, что было Ага, тогда и Альберт. что сейчас происходит. То есть, Что было тогда и что сейчас? ну да, то есть, Но вы... как, если взять... То есть было хорошо, сейчас плохо или Нет, наоборот? было по-разному. было по-разному. да. Мир меняется, и мы меняемся вместе с ним. Мы Но вот- застали ту страну, а живем в этой. И говоря о том, что происходило на сцене, зачем наблюдал зритель в исполнении Эльберда и следил за авторской мыслью, мне вот эта мысль очень-очень дорога. Может быть, я не знаю, кто-то на другом сакцентировал внимание. Там у Эльберда есть такой момент, он показывает, прям говорит, и телефоны убили дворы. То есть дети не общаются друг с другом. И мне в нашем спектакле, который, как наше произведение, мне безусловно дорог, мне вот очень дорогая эта мысль, что мы стали мало общаться. Вообще вот в мире, казалось бы, да, вот телефон простейшая штучка, которая должна соединять людей, интернет, телевидение, Да, радио. он Это всё вроде нас бы объединяет. объединяет, но А объединяет на самом виртуально. деле стали мы общаться гораздо меньше. И это не к лучшему, мне кажется. То есть наше послание, я надеюсь, Эльберт со мной согласится, надо друг с другом
разговаривать, А чтобы как в договориться. сегодняшних реальностях, как это делать? Сегодня, правда, мы все в интернете, в телефонах. А мы не дадим однозначного ответа, надо пробовать. Надо пробовать. Но даже вот, смотрите, если даже через интернет, да, вот как, вот смотрите, как мы сейчас общаемся через интернет. Допустим, я посмотрел спектакль «Иногда снятся собаки». Пишу, плохой спектакль. Он мне ответить не может. Я уже свое мнение забросил. Я это не ему сказал. Он не может мне ответить. То, что начинается в комментах, это уже не общение, это просто паблик. Некто третий, допустим, Ирина, которая это читает, в принципе, на стороне Эльберда, но мне она ответить тоже не может. Я даже не слышу ваш посыл. Допустим, Эльберд написал «спасибо». Я же не слышу его иронию или благодарность. Ну, общение не происходит. Глубоко. Да, вы знаете, я еще вот сейчас просто задели эту тему, я еще где-то вычитала, смайлики убили наши эмоции. Да, 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 да. абсолютно. То же самое. Абсолютно. Альберт, а вот можно сказать, что в этой работе публика смогла вас понять как-то вот глубже, как актера, как человека? Все-таки моноспектакль, Ну, наверное, совсем... я думаю, что да, потому что, как мы уже говорили, да, спектакль шел 1:40, и честно, вот, ну, я не заметил в зале ни одного человека, который вот на каком-то из моих этих 13 рассказов, из этих историй, что кто-то там отвернулся, или там в телефоне Отвлекся поковырялся, к да, телефону. там еще что-то. Нет, они вот, ну я просто с моментами, когда вот смотрел в зал, я понимал, что вот люди просто вот сидят и не отрываются, просто смотрят. Ну, ему еще отвечать на этот вопрос, наверное, тоже неловко. Я могу вот свидетельствовать, что он огромную работу сделал. Правда, да, это профессиональное, да, режиссеры должны любить своих актеров. Но он еще и мой друг, и я вот свидетельствую о том, что, ну, правда, огромную работу человек проделал. Во-первых, моноспектакль – это всегда претензия. Это для любого драматического состоявшегося актера, допустим, статуса Константина Райкина, безусловно, шаг, безусловно, претензия. Дерзко было с нашей стороны, да, дерзко, но вот я же говорю, может быть, это не что-то новое, чем мы вот изменим театральный мир Владикавказа, но эта претензия, она была искренней. И вот это вот самое главное, и Эльберт в ней тоже был искренен. 1:40, 2 часа бы шло. Опять-таки, больше я, наверное, к той молодежи, которая, может быть, заинтересовалась нашим творчеством и которая следит за Эльбердом, как действительно известным киноактером. Вот работа. Ну, это понятно, что молодого человека этим не замотивируешь, старайся, и у тебя все получится, он все равно не поймет. Но просто, ребятки, когда вам будет тяжело, вспомните вот какой нюанс. Эльберду тоже было тяжело, но он это преодолел, и он действительно правду говорит. 1:40 держать зрителя первый раз в жизни на сцене академического русского театра – это большой шаг. Я очень горжусь тем, что я был свидетелем. 150 лет исполняется, на секунду. Да, кстати, да. И мы поздравляем наших коллег от всей души. Спасибо им большое. Они нас так искренне поддержали. Вообще, театр – это же живой организм. Театр – организм немножко ревнивый. Ну, понятно, мы там не совсем чужие люди, но тоже им же было чем заняться. К нам так тепло отнеслись, вот действительно постарались и помочь, и какой-то заботой окружить, вот не помешать, вот может что-то помочь, ребят. Это очень дорогого стоит в разгар театрального сезона. За Причем это большое в спасибо. день премьеры. Да. Еще больше. Они прям прибежали, все, вот кто работал, там некоторые прям прибегают, что-то помочь надо, давайте мы это... А я вот хотел посмотреть, я говорю, давай ты у нас этот занавес откроешь. Да, я хотел посмотреть, но потом побежишь, посмотришь, потом не надо его закрывать. А, хорошо, все, я посмотрю. Вам спасибо вот за этот новый жанр. Мне кажется, сегодня наш зритель как-то соскучился. Вот он видит... Не кажется ли вам, что театр пошел сегодня по пути наименьшего сопротивления? Скажешь? Не знаю, Эльберт. что сказать. Я скажу тогда. Знаете... Ему виднее просто. Он-то еще в этих кругах просто. Это мы тоже тут уже недавно в этих только вошли туда, в этот круг. Театр-то, он всегда идет правильным путем, Ирин, потому что театр чего хочет? Театр хочет нравиться зрителю. Ну, обстоятельства всегда влияют. Театром сейчас тоже очень нелегко. Ну, в общем, ладно, если так, чтобы не получилось, нас позвали о нашем спектакле, а мы бросились о театрах рассуждать. Давай я скажу о нашей лепте. Наша лепта в чем?
опять-таки, в чем наше послание? Старайтесь, пробуйте, и у кого-то ну вот возникнет то ощущение полета, отдача от зрителя. Пускай это будут квартирники, пускай это будут капустники, может быть, какие-то, Стендапы те же. ну, не народные театры, а вот, скажем, ну, что-то любительское. Ведь когда-то, в конце концов, друзья мои, ну, МХАТ задумывался, да, вот на квартире когда-то у Константина Сергеевича. И если в театральном мире Владикавказа, очень насыщенном, Владикавказ, вообще Осетия, мы полны потенциалом культуры, если это будет выплескиваться и в театральном виде тоже, это только замечательно. Вполне вероятно, что кому-то кажется, ну, может быть, не стоит, это будет тяжело, да и вообще, кто мы такие. Опять-таки, давайте общаться посредством театра. Это то самое живое общение, которое... Вот Эльберда любят на экране, безусловно, но согласись, что вот то ощущение, когда он был со зрителем один на один, никто из них никогда это не забудет. Может быть, это не перевернет его сознание, но это то самое воспоминание, которое он сохранит надолго. И А вот вам как кажется, зритель сегодня на ваш спектакль, он все-таки пришел, наверное, на имя, на ваши имена? Ну, безусловно, безусловно, да. Не без этого, естественно, на это тоже же мы делали ставку, естественно. Просто вот раньше тоже как ходили, наверное, не на спектакль, на имена. Сегодня эти имена как-то вот их мало. Нет, фактор сыграл, что это все-таки что-то новое. То есть, Ну, там, да, там множество потому факторов. что интересовались, а там, кто там еще будет? Я говорю, я буду один, это моноспектакль. Это поэтому тогда вот, надо пойти обязательно посмотреть. Ну, я Ирину как понял. Тут, да, раньше имена, они были просто звучнее, но у них и конкуренции-то такое не было. Ведь сейчас, ну, на самом деле, человек может в Инстаграме выкинуть какой-то паблик и схватить, ну, извините за простонародье, ну, ладно, не буду даже это слово называть, и стать на время популярным. Эльберду, безусловно, скажем, ну, для кассы нашего спектакля, конечно, помог его киноопыт, помогли наработки Сослана, которого очень хорошо знают как автора. Режиссерская работа, конечно, тоже. Ну, не будем скромничать. Да. А Вот сейчас он пускай скромничает. так. А вот в Молодец. таких спектаклях, ну, насколько мне известно, как правило, не используют никакие сложные декорации. В этом спектакле что было с декорацией, что это было? Ничего сложного не было. Опять-таки, благодарность нашим старшим товарищам. Володя Карпов, замечательный артист нашего русского театра, он наш большой друг и всегда очень тепло относится вот к каким-то нашим творческим поискам. Да. И он нам очень сильно помог в решении спектакля, потому что у него очень точное, четкое видение такое, и он очень многое нам подсказал, и большинство, ну, скажем, процентов 60 Причем это сценического когда было решения на это словах, его он почему-то подсказка. сразу... Что за реквизит? Были коробки. Почему? Ну, сюжет такой, что человек переезжает в новую квартиру, в новый дом переезжает. А вот воспоминания и лазя по коробкам, доставая какие-то предметы, начинается вот... Вспоминает какие-то истории, вспоминает какие-то... Ага. Спасибо большое. Скажите, а что в планах дальше? В первую очередь повторить. Ну да. По просьбе зрителей повторить. Если Бог даст, все будет хорошо, если у нас это, то 7 ноября в концертном зале СОГУ теперь уже попытаемся повторить. Спасибо. А дальше? Ну а дальше, с Божьей помощью, если Эльберт правильно говорит, надо повторить, может быть, ну... Тремоло у меня такое есть внутри, но вдруг, правда, вот это первое от обаяния Агая произошло, да? Дальше вот спектакль, он или будет жить, или... Но только в жанре моноспектакля? Или Нет, есть конечно. в планах? Да. То есть вот, честно сказать, Ирин, да, вот, ну, для меня самое большое, что состоялось, да, то, что вот 2 человека, с которыми я так долго дружу, один вырос в автора, а другой стал вот таким актером. Правда. И вот
ну, грешно и ну, неразумно было бы этим не воспользоваться. Мне бы очень хотелось, чтобы вот это наше сотрудничество продолжалось, потому что нас очень многие вещи, которые сдерживают наших коллег, вот, ну, скажем так, в обычных театрах, не сдерживают, мы их пережили еще в юности, да, то есть, ну, что-то отругались, о чем-то договорились, над чем-то уже посмеялись, на чем-то обожглись. Если вдруг вот этот, ну, скажем, вот наш проект станет шагом вот к развитию какого-то, ну, действительно нового для Владикавказа. Сейчас чем-то удивить в театре сложно, но даже для нашего маленького города, для нашей Дай замечательной бог, я желаю вам республики, только удачи каким-то в этом. новым Да. жанром и кто-то присоединится, мы останавливаться не станем. Спасибо, я вам желаю удачи в этом направлении. Спасибо. Хочется всегда чего-то нового, вы это нам даете, нам, зрителям. Спасибо вам за вашу вам работу. Вам спасибо. Ну, небольшой анонс. В пятницу 16 октября в 16:00 в выставочном зале Национального музея состоится персональная выставка заслуженного художника Республики Северная Осетия Алания, члена Союза художников Российской Федерации, педагога, участника республиканских международных выставок Ахшара Есенова. На ней художник представит более 80 работ. Напомним, экспозиция продлится около 3 недель. Но это все на сегодня. Проводите свой досуг культурно. До встречи.